Продукты местного производства традиционно пользуются у жителей Нерюнгринского района повышенным спросом. Это товары как и крупных производителей, так и небольших производств. В структуру производства потребительских товаров продовольственных в Нерюнгринском районе входят хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, вода питьевая, минеральная, напитки безалкогольные. Но основным видом производства продукции является у нас, конечно, хлебобулочные изделия. Это такие предприятия, как ООО «Хлеб», ООО «Инари», ООО «Айгуль», ООО «Арбат», ООО «Чульманский хлеб» в поселке Чульман и ООО «Остапович» в Иенгри. Основным поставщиком хлеба является ООО «Хлеб». Это наше головное предприятие, которое 60% составляет от всей выпускаемой продукции. Кондитерские изделия – это ООО «Инари» и ООО «Арбат», два кондитерских цеха у нас. Вода питьевая у нас ООО «Чульманский хлеб» льет «Еловый ключ» и ООО «Чистая вода». Минеральные безалкогольные напитки – это тоже ООО «Чистая вода». Но практически во всех магазинах нашего района имеется и хлебобулочные изделия, и кондитерские изделия, и также вода питьевая. Нерюнгринская птицефабрика традиционно предлагает жителям и широкий ассортимент, и высокое качество. В нашем магазине представлена продукция местной птицефабрики. В данном случае здесь находится яйцо. Также мы получаем мясо, курица и все субпродукты, которые связаны с птицефабрикой. Поставки у нас регулярные, раз в неделю. То есть яйца у нас всегда свежие. Производство и реализация постоянно расширяются, причем птицефабрика полностью обеспечивает своей продукцией не только Нерюнгринский район. Приглашаем покупателей в фирменные магазины города Нерюнгри, а также мы открыли торговую точку в городе Алдан. Также можно приобрести продукцию АО «Агрохолдинг Туймата» в городах Якутск, Покровск, поселок Нижний Бестях и село Мая. Что касается непосредственно производства, то на Нерюнгринской птицефабрике регулярно проходит модернизация того или иного оборудования. Так запущена новая технологическая линия для охлаждения мяса птицы – линия воздушно-капельного охлаждения. Нерюнгринская птицефабрика запустила новую технологическую линию для охлаждения мяса птицы – линию воздушно-капельного охлаждения. Ранее мы применяли технологию водяного охлаждения, то есть охлаждали мясо в ванне с ледяной водой, что увеличивало количество содержания воды в конечном продукте. Соответственно, со стороны покупателей имелись претензии о наличии воды в мясе птицы. Новая линия позволит нам уйти от этой проблемы. Технологический принцип линии основан на охлаждении мяса птицы потоками холодного воздуха, вырабатываемыми мощными морозильными генераторами в течение 2 часов. Чтобы мясо птица не обветривалась при обдуве холодным воздухом. Внутри помещения охлаждения при помощи форсунок создается облако водяного пара. Таким образом, на выходе мы получаем продукцию с минимальным содержанием влаги. Еще одним из традиционных направлений деятельности Нерюнгринской птицефабрики является реализация населению цыплят-бройлеров и кур-несушек. Спрос на них стабильный и постоянно растет. Птицу мы продаем сейчас не сильно старую. Как у нас некоторые думают, что мы продали птицу, она купили, она нестись не будет. Возраст птицы у нас 14-15 месяцев. Все будет зависеть от того, если вы приобрели, будем так говорить, нашу несушку, и думаете, что каждый день яйцо будет, конечно, курица, да ей нужно произвести сначала, адаптироваться в ваших условиях, ее нужно немножко пожалеть, покормить, выпоить. И все лето вы будете есть диетическое домашнее яйцо. Если говорить в целом, то интерес покупателей на продукцию птицефабрики устойчивый, причем не только у населения, но и у организаций и предприятий района. Пользуется спросом наше яйцо, продукция. Мы обеспечиваем и садики, и школы, больницы нашу продукцию берут, бюджетные организации берут. Поэтому, население само. Даже несмотря на возникающие порой обстоятельства и снижение производства, завершить текущий год Нерюнгринская птицефабрика планирует с высокими показателями. У нас 312 штук яйца, яйценоскость запланирована в этом году. Мы в этом году планируем получить 28 миллионов яйца. В связи с заменой поголовья у нас немножко в этом году мы меньше произведем яйца.
потому что у нас выпадает так, что очень много молодняка, и как бы производительность немножко ниже, чем в прошлом году. Ну, думаем, что нарастим мы это до 32 до 33 миллионов яйца в год. Хлеб всему голова. Этим принципом руководствуется еще один местный производитель – компания «Чульманский хлеб». Продукция реализуется не только в фирменных магазинах, но и полностью покрывает потребности в хлебобулочных изделиях социально значимых объектов. Это школы, детские сады и организации здравоохранения. Предприятие «Чульманский хлеб» выпускает около 3000 булок в день. Это хлеб из высшего сорта муки заливной, заварной, отрубной, бородинский, тостовый. В общем, наше предприятие выпускает около 50 видов продукции. Отдельно можно сказать о заливном хлебе из муки высшего сорта. Изготовление его более сложное, так как тесто жидкое и это ручная работа. Также мы выпускаем мелкоштучные изделия. Это булочки, пирожки, сосиски в тесте, растягаи, сочни, кексы и прочее. Безусловно, малый бизнес больше всех подвержен любым экономическим колебаниям на рынке. Но, тем не менее, понимая всю социальную ответственность, цены на продукцию остаются на прежнем уровне. Поднятие цен на первоначальное сырье, мука, сахар, дрожжи в феврале-марте этого года повлияло на финансовое состояние предприятия. Но мы, используя свои резервы, смогли преодолеть этот период и не поднимать цены на хлеб. И даже несмотря на возникающие порой трудности, предприятие планирует строительство нового цеха, увеличение ассортимента и объемов выпускаемой продукции. Так же, как и многие субъекты малого и среднего предпринимательства, Чульманский хлеб периодически сталкивается с острой нехваткой рабочих. В районе не хватает рабочей силы, мы испытываем иногда дефицит в работниках, так как крупные угольные компании привлекают больше людей. И малый бизнес не может с ними конкурировать, к сожалению. Но стараемся находить выход в такой ситуации и не останавливаться. Цех выпечки работает 365 дней в году. Уже давно никого не удивить большим разнообразием кондитерской продукции. Практически в любом населенном пункте любители сладкого могут побаловать себя свежей продукцией местных производителей. Большой популярностью нерюнгринцев пользуются торты, пирожные, выпечка и другие кондитерские изделия одного из цехов. Мы выпускаем кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, очень много хлебов, формовые хлеба, подовые хлеба, мелкоштучные изделия, булочки, пироги, пирожки, потом кондитерские изделия, торты, пирожные, печенье. Ну, вот такой вот ассортимент. Несмотря на большую конкуренцию, предприятие задумывается и о расширении производства, и, соответственно, об увеличении ассортимента предлагаемой населению продукции. Где-то 10, 15, 12, может, вот так вот. Пока всех вот желающих не можем как бы обслужить, да, только вот производство небольшое, такой пока возможности нет. Всех магазины, все точки вот как бы поставлять. Пока вот несколько... Да. На расширение, да, планы есть, конечно. У нас будет большой новый цех, производственный цех. Также будем выпускать и хлеба, и кондитерские изделия, и будет расширение ассортимента. Но тогда надеюсь, что будем как бы спрос покупателей полностью, в полном объеме. Особое внимание уделяется, конечно, качеству. Главное – это реакция и отзывы покупателей. Как бы люди довольны, людям нравится наша продукция. Многие пишут, ну, как бы, все вкусно, все, да, положительных отзывов много. Но ассортимент, конечно, не такой большой, как хотелось бы. Но надеюсь, что в будущем будет как бы, и ассортимент, и, ну, и качество, по качеству тоже, конечно, все по стандартам. Все нормы, все стандарты, все соблюдается. О нехватке квалифицированных кадров в производстве, с которым сталкиваются предприятия Нерюнгринского района, мы уже упоминали. Однако руководство кондитерского цеха готово самостоятельно обучать желающих работать и зарабатывать. Ну, мы обучаем на месте, вот проходят как ученики.
обучаем всему. Ну, никаких аттестатов нет, конечно, просто вот обучаем как ученик кондитера, потом переходит как кондитер. А так, к сожалению, кондитеров именно вот нет. Одним из безусловных преимуществ местного производства и производимых на территории района продуктов является то, что взаимодействие торговых предприятий, реализующих местную продукцию, происходит более оперативно. Очень-очень удобно работать с местными производителями, так как поставки у нас регулярные, никогда никаких нет сбоев, всегда все свежее. Ну и если даже какие-то происходят моменты по поставке, это очень легко решить, так как находится все здесь и рядом, и поэтому проблем никаких не существует. Свежее, качественное, ну а главное вкусное. Именно этим чаще всего и руководствуются жители при покупке. Ну а производители стараются оправдать эти ожидания.